лист опошний под ноги стелется, горько плачут дожди озалелые, а мяне закружила метелица, звар'ятелая, соловьиная трели трызню я, что твои обнимаю плечи сню. Напоткал свое счастье капризное этой осенью напоткал свое счастье капризное этой осенью. Я просто убачу себе збоку, чужими очима, что на самой справе это я живу в этой вёсцы, нечто роблю такое, что может быть комусь цікаво. Я до гэтага часу не уникал у свою эту працу, но она была, як бы кажуть, кавалком хлеба, з якого я жив. Яшчэ чым. Могу сказать, что я люблю працаваць, потому что калі мне долго не працуецца, то я потом адчуваю не свою толерацию. Калі мне нешта дрэннае, стараюсь чым-то заняться, або дровы там поколоть, калі ёсць там дзесьці, або нешта яшчэ зрабіць, с косой сходить. Але ж калі глядзіш збоку, як ты там это ўсё ходишь, бегаешь, думаешь, сапраўды подумаешь, что ты нейкія ты самы, не такие. Трудоголик. Поверьте, что вы такие. Господарка, займая 1 годину раніцай, и 1,5 силы вечером, 2,5 годины меня рабує господарка. Застаецца яшчэ 21,5 годины на все остальное. Не было б у нас этой господарки, я б не стоял бы тут. Я б шукал бы сродки выдать книжку, я б шукал бы сродки, як заправить машину и так далее. Так я экономично незалежны ни от кого. Все заберу хризантемы, целую безличь. Желтое полымя кину до ног твоих долу, и серость снежинской шерости, что с неба сбегла. Солнцем живым загорится огонь неведомый. Кажуть, что желтые кветки дарить до расстання. Толькі я ў тыя прыкметы ніколькі не веру. Ты мне усміхніся праз ноч гэтым снежанскім раннем, сонечным промнем ласкавым, с цяплом і даверам. Ты мне усміхніся праз ноч гэтым снежанскім раннем, сонечным промнем ласкавым, с цяплом і даверам. Калі мне казали, мы тебе выгоним с працы, я им казал так: выгоняйте, але Кривенко будет выходить тады частей. У меня больше вольного часу взяли. И там я лічу, что и менавіта гэта и является стремлющим фактором, что а як так, сапраўды так. Яны боятся, что я буду пускать Кривенку частей не раз в месяц, а 2 и 3 раза, могу и 4. Тады ще 20 І я ж могу присутніти на всіх мероприємствах, які вони організують, і писати атулі репортажі. І так само це не солодка буде, як цукерочка репортажа. Бо вони ведають, що докладно. Там у фильме был такой момент, такая дорога, план и машина по им ездят, да? Это, пригожий такой киношный план. Але когда ехал головный агроном, и они одразу поехали у ваш бок, туди до вашего дома, потом развернулись и приехали назад. Кажу, а что вы тут снимаете? Я кажу, а кино про Георгия Станкевича? Ясно, съехали. И они эти боятся, уважают, так, не могу ничего рассказать. Старшиняр виконкама на любые мои звонки отказывая. И коли я телефоную Дэу, кажу, прочистите зимой дорогу, не могу выехать. На протягу 2-3 дён. Я туди звоню, господин Пеньковский, я не могу выехать на працу. 30 хвилин и глядя мне коля хаты. Так что поважаю. Поважают и боятся. Я скажу, что я нічого дренного їм не зиджу, але ж я показую життя таким, як є. А яким користаються вони, яким користається народ, у кого вигода більше, тут складно сказати. Погомоним мы про справы колгасные, про надворье, про город, про покос. Ой, девчиночка моя, солнце ясное, я б с охотой твои ведра поднес. Синевокая моя, чорнобрувая, мне ж за 40, тебе меньше удвоя. А тому с
свае спыняю размовы я. Прыгажуня ты, на жаль, не моя. Ды аднойчы ўсё ж беда надарылася. Быў густы туман, нібы малако. Ля крынічанькі яна прыпынілася. Як звычайна, я павёў пра пакос. Я наш вуснамі вішнямі спелымі нахілілася і цмок мяне ў нос. Быццам слуп стаю, гляджу, ашалелая. Яна ж просіць, каб я вёдры паднёс. Прыгажуня ты моя чарнабровая, вспоминаем мы цябе праз гады, пра туман, што столькі часу ахоўвае таямніцу крынічнай вады. Таямніцу крынічнай